Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. В 2024 году международные спортивные игры «Дети Азии» вновь пройдут в Якутии. Соглашение о проведении игр подписали президент Международного комитета игр «Дети Азии» Владимир Максимов и глава республики Айсен Николаев. О начале подготовки к спортивному празднику детства нам расскажет президент Международного комитета игр Владимир Максимов. Владимир Владимирович, здравствуйте. Чем было продиктовано подписание именно соглашения о проведении игр? Ведь, по сути, Якутия – это родина спортивных соревнований. Надо сказать, что в 2012 году в рамках Генеральной Ассамблеи Олимпийского Совета Азии был учрежден Международный комитет игр «Дети Азии», учредителями которого, как все знают, выступили Республика Саха-Якутия, Олимпийский комитет России и Олимпийский Совет Азии. С того момента правообладателем игр стал Международный комитет, который на сегодняшний день занимается именно координацией развития, продвижения и проведения нашего якутского проекта, в связи с чем уже на сегодняшний день все решения по проведению и определению места, точки проведения очередных игр или зимних игр это полностью прерогатива Международного комитета. Но также еще надо сказать, что в Российской Федерации имеется практика, утверждена практика о том, что любые международные мероприятия, проводимые на территории Российской Федерации, должны пройти согласование межведомственной комиссии, которую сегодня возглавляет Дмитрий Николаевич Чернышенко, вице-премьер страны. Все эти процедуры были соблюдены. Соответственно, конечная точка – это заседание правления Международного комитета, который единогласно проголосовало за утверждение столицы 8-х игр города Якутска. Игры «Дети Азии» возвращаются в Якутск. Какие задачи стоят перед Международным комитетом в первую очередь? Так же, как и в рамках 7-х игр и 2-х зимних игр, это, конечно, в первую очередь координация, для чего мы вообще, комитет международный создан. Это координация подготовки и проведения игр именно в соответствии с теми требованиями, которые были утверждены учредителями, концепции игр оговорены. То есть в тех традициях, которые были установлены Республикой Саха-Якутия, которые были доработаны в последующем и утверждены учредителями, и, конечно же, с теми требованиями Олимпийской хартии, которые на сегодняшний день существуют и которых придерживается все олимпийское сообщество. Поэтому в целом у нас такая очень плотная работа предстоит. Вроде бы времени еще достаточно, но в то же время его совсем нет. В этом году Международный комитет игр «Дети Азии» отмечает свой 10-летний юбилей. Какие еще проекты реализует или планирует реализовать комитет, помимо организации самих игр? Помимо реализации основного нашего проекта, это игр «Дети Азии» и зимних игр «Дети Азии», это, конечно же, плюс к этому образовательные проекты, которые мы тестировали в 2019 году на Сахалине. С этого года мы стартуем, запускаем 3 новых проекта. Вдобавок к тем тренировочным мероприятиям, которые были у нас в 2019 году реализованы. О чем эти проекты? Это, конечно же, в первую очередь вклад в развитие детского спорта, развитие зимних видов спорта. Буквально в феврале месяце у нас стартует тренировочный лагерь в Кемеровской области. В чем суть? В том, что мы берем страны азиатские, там, где, так скажем, не то что снега нет, там, зимы нет, практически. Из спортсменов, которые занимались летними видами спорта, мы ставим их на лыжи, ставим их на коньки, обучаем основам этих видов спорта. Начинаем мы с горнолыжного спорта, сноуборда и беговых лыж. И, конечно же, плюс повышение квалификации для хоккеистов. Соответственно, за ними закрепляется тренер, который будет вести их до
начало вторых зимних игр «Дети Азии». В последующем у нас идет юношеские Олимпийские игры зимние. Ну и я надеюсь, что в будущем эти спортсмены попадут и на Олимпийские игры. То есть это, по сути, мы готовим, расширяем географию для Международного Олимпийского комитета именно по участникам Олимпийских игр. Данный проект уже получил патронат Международного Олимпийского комитета, также идет он под эгидой Департамента Олимпийской солидарности. Мы реализуем его в тесном сотрудничестве с Олимпийским комитетом России и Олимпийским советом Азии. Второй проект — это, ну, так скажем, продолжение проекта, третий международный саммит молодых профессионалов, который мы планируем провести осенью в городе Сочи. Это проект, который направлен на объединение молодых специалистов в области спорта, действующих сотрудников федераций, министерств, олимпийских комитетов в возрасте до 35 лет. Мы даем площадку для обмена мнениями, соответственно, обсуждения каких-то имеющихся проектов, прорабатываем новые проекты для развития спорта. Главная тема и будет, если мы в предыдущих двух саммитах, которые прошли в 2017-2018 году, мы обсуждали развитие массового спорта, зимнего вида спорта. Сейчас главной темой будет развитие детского спорта. Поэтому здесь мы не ограничиваемся рамками Азии, будут приглашены и члены Европейских олимпийских комитетов и Олимпийского совета Азии. Также этот проект идет под эгидой Департамента Олимпийской солидарности МОК и Олимпийского комитета России и Олимпийского совета Азии. Вот. Ну и один из новых проектов, который планируется, до конца еще не утвержден, поэтому я его не буду озвучивать, но планируется, что мы его запустим и впервые проведем осенью этого года в городе Якутске в рамках празднования столетия Якутской ССР. Каждый регион проведения предлагает ввести в программу игр новые виды спорта, возможно, популярные у себя. А наша спортивная общественность предлагает что-то? Да, заявочным комитетом было предложено включить 4 вида спорта. Это возвращение, так скажем, и традиционно для Якутска соревнования по виду спорта вольная борьба в дисциплине сурдолимпийской программы, то есть для слабослышащих спортсменов. Также соревнования по шашкам, тоже традиционно для нас. В 2016 году в Якутске впервые были проведены соревнования по спортингу, извиняюсь, по стендовой стрельбе, которые также были заявлены на 2024 год. Ну и новый вид спорта – это кикбоксинг, который, как мы все знаем, очень популярен и очень хорошо развивается у нас в республике. Поэтому на сегодняшний день Международный комитет одобрил эти 4 вида спорта. Соответственно, у нас в 2024 году планируется 21 вид спорта для проведения в городе Якутске. После затишья из-за пандемии игры вновь ожили. Летом 7-е игры встретят Владивосток. Вторые зимние игры пройдут в Кемеровской области в 2023 году. И в 2024 игры вернутся в Якутск. Готов ли сегодня комитет к таким нагрузкам? Мы всегда готовы. Мы понимаем, что вот непосредственно наша работа, соответственно, ради этого мы и существуем. И, соответственно, те решения, которые были приняты по вот этим 3 годам, это, в том числе итог всей той работы, которая была проведена правлением Международного комитета для того, чтобы эти игры состоялись. Конечно же, мы готовы, и сегодня у нас идет тесная работа с организационными комитетами как Владивостока, так и Кемеровской области. Буквально завтра у нас состоится организационный комитет, региональный организационный комитет Кузбасс-2023 под руководством губернатора Сергея Евгеньевича Савельева. Поэтому здесь, я думаю, нет никаких других возможностей, так как включаться в каждую работу, потому что у команды Международного комитета есть хороший опыт. Соответственно, с каждым оргкомитетом мы, прорабатывая, тоже получаем для себя неоценимый опыт для того, чтобы можно было развивать дальше наш якутский проект.
И когда же начнется подготовка к нашим играм? Что предстоит сделать в первую очередь? Ну, подготовка, она началась задолго до подписания, потому что заявочная кампания, она включает в себя подготовку всех детальных шагов по тому, как будут проводиться, как будут организовываться игры в Якутске. Рассчитываются все мощности, количественный персонал обслуживающего, соответственно, по всем направлениям у нас проработаны вопросы. Сегодня уже стадия реализации их. В том числе большая работа была и проводится, и в дальнейшем мы ее должны усилить. Это, конечно же, с органами федеральной исполнительной власти в части именно, начиная от финансирования, заканчивая сопровождение и работы с общероссийскими спортивными федерациями по видам спорта. Поэтому работы достаточно, и в ближайшее время будет утвержден региональный, республиканский организационный комитет, в дальнейшем федеральный оргкомитет и, соответственно, планирование и реализация всех этих планов. У нас остается буквально 1,5 минуты. Но нуждается ли Якутск и другие города в обновлении спортивных объектов? Это последний вопрос. Ну, насколько мы знаем, на сегодняшний день по статистике имеется дефицит в обеспечении спортивными объектами. Я поэтому думаю, что и Ильдархан сегодня заявил о том, что планируется к строительству, и в заявке оно было 4 объекта. Я считаю, что те объекты, которые заявлены, они совершенно необходимы городу Якутску, потому что это не гигантские объекты, это хорошие спортивные комплексы, которые будут строиться именно в микрорайонах, в шаговой доступности от населения, в тех районах, где обеспеченность спортивными объектами очень низкая. Владимир Владимирович, спасибо, что нашли время, ответили на наши вопросы. Желаем вам дальнейших успехов в вашей работе. Спасибо. А я напомню о начале подготовки к проведению игр «Дети Азии» в Якутии. Нам рассказал президент Международного комитета игр Владимир Максимов. Вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь с нами.